О народной медицине. Рассказ о ярких представителях народной медицины. Утебойдак Тлеукабыл Улы не только известный казахский целитель, лекарь, врачеватель, но и повествователь общественно-политической жизни казахского народа. В свое время он тесно сотрудничал с Жәнібек ханом, Жиренче Шишен, и оставил полноценный этнографический труд о народной медицине «Шипагерлік баян». Опираясь на сведения из книги, стало известно о дате рождения автора с 1388 по 1478. Автор написал «Шипагерлік баян» по указу самого Жәнібек хана в свои 70 лет и закончил в 1473 году, в 85-летнем возрасте. Есть сведения, что прожил он 90 лет. Целительство перешло к Утебойдак по наследству, и он сумел не только полностью принять бесценный дар предков, но и посвятил служению всю свою жизнь. Приведя в научную систему народную медицину, он сумел поднять на небывалый высокий уровень самоцелительства. Как и Аль-Фараби, не гонясь за славой и деньгами, он посвятил всю свою жизнь всесторонним исследованиям народной медицины казахов. Его труд «Шипагерлік баян» дошел до наших дней благодаря самоотверженности сородичей целителя. На протяжении долгого времени книга прошла через многие испытания, и, к сожалению, обширный труд не сохранился полностью. До нас дошла лишь 1/4 объемного труда. Большую часть во времена культурной революции в Китае сожгли хувайбины. Часть, сохранившуюся после сожжения, переписали в 1968 году в 7-й раз. В 1994 году в Урчуме книга была переписана арабским шрифтом, а в 1996 году вышла в свет на казахском языке в Алматы в издательстве «Жалон». В настоящее время правительство Китая по достоинству оценило книгу. В 1997 году наградило ее знаком «Первая государственная книга». Открылись 2 государственных медицинских центра для изучения наследия Утебойдака. Вот и доказательство, что китайцы повсеместно используют знания казахских целителей в медицине. Книга Утебойдака «Шипагерлік баян» дает наибольшие сведения об опыте традиционной казахской медицины. В этой связи целитель и великий ученый фокусирует внимание на использовании более 4000 лекарственных средств и их использовании в лечении. Рецепты. В труде «Шипагерлік баян» названы 728 видов растений, 318 видов лекарств животного происхождения, 318 видов металлоидов, имеющих лекарственные свойства, около 500 анатомических названий, что говорит о огромной историко-этнографической знании данного труда. Нужно отметить, что вакцинацию от оспы Утебойдак Тлеукабыл Улы описал на 350 лет раньше английского ученого Женьера. В 2002 году Сообщество народных целителей Казахстана на Жайлау Шелькуде Алматинской области, где похоронен целитель, установили мемориальную доску. В честь Утебойдак Тлеукабыл Улы названа одна из улиц Алматы. Сведения взяты из Национальной энциклопедии Казахстана, 7-й том «Исторические личности».